Ну, здравствуйте. Я собрала вас здесь, чтобы обсудить грядущие события и опасности, которые нас ждут. Грядут темные времена, времена демонического грохота, адского пламени. Эй! Новый год, что нас ждет? Праздник, фейерверки, петарды, украшения, мишура, дождик, цветастенький. Курица жареная, оливье, мандаринки. Икра. О, да, икра. И колбаска копченая. И все это может навредить домашним питомцам. Да, новогодние праздники – это крайне опасный период для питомцев. Животные есть у 61% россиян, чаще коты, но собак тоже дискриминировать не будем. Чем Новый год опасен для них? Представьте себе, вы кот. Вы живете свою кошачью жизнь. У вас все хорошо, есть какой-то распорядок дня, поесть, поспать, сделать тройное сальто в полете, лежать на клавиатуре хозяина, пока он пытается работать. А тут у хозяев, видите ли, Новый год. В доме толпа незнакомых людей, все странно пахнут, шумят. Каждый пытается вас пощупать, вы никого не знаете, и еще какой-то ребенок за хвост таскает, и за окном периодически раздаются адские звуки и хлопки. Это огромный стресс. У кота Вьетнам, война, ад. Или, если хозяева ушли в другое место праздновать, тогда кот один на один с салютами и петардами. У животных гораздо более чувствительный слух, и даже для меня новогодняя бомбежка во дворе это громко и неприятно. Животные не знают, что такое Новый год. Для них это просто день, но очень страшный и опасный. Если выгуливаете собаку, то всегда надевайте намордник, поводок и ошейник с адресником. Так собака не съест петарду, меньше вероятности сбежать от хлопка, и даже если она сбежит, то ее смогут вернуть. Закрывайте все окна и следите, чтобы все выходы из дома были закрыты. Закрытыми окнами, во-первых, хлопки салютов будут приглушены, а животное не сбежит из дома, просто испугавшись. Выбирайте новогодние украшения с учетом того, что у вас есть животные. Собаки, кошки и те, и другие с удовольствием все это сожрут. И мишуру, и дождик, и разобьют стеклянный шарик елочный, и гирлянду сгрызут. В общем, выбирайте безопасные украшения и помещайте их в недосягаемости от животных, если вообще такие места существуют в вашем доме. И никогда не кормите животных едой со стола. Весь русский традиционный Новый год – это жирное и соленое. Для нас это как бы так себе, а для животных невероятно вредно. Если вам очень хочется приобщить свою сладкую лапочку к празднику, окей, купите специальное лакомство. Или возьмите немного сырого или вареного без соли мяса и раздайте всем гостям, чтобы у них ручки шаловливые не тянулись к этим печальным глазкам дать кусочек колбаски. И да, если по каким-то причинам у вас нет домашнего животного, или вашей любви за 2020 год стало настолько много, что вы готовы отдать ее кому-то маленькому и пушистому, подарите себе пушистую булочку из приюта. Они самые классные. Ну, или, по крайней мере, подарите что-то самой пушистой булочке из приюта. В России очень много бесхозных животных, и приюты всегда переполнены и в бесконечном кризисе, поэтому финансовая помощь, карман, наполнитель, волонтерство, игрушки – все нужно. Дарите подарки, дарите любовь и безопасность. С наступающим вас! С Новым годом!